студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Роспотребнадзор изменил сроки предоставления ПЦР-тестов для возвращающихся в Россию. Сократилось количество лесных пожаров на территории республики. Обучение в учреждениях профобразования выгодно с практической точки зрения. Расскажем подробнее, почему. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Якутии из-за низкого травостоя и засухи. Соответствующий указ накануне подписал глава региона Айсен Николаев. Засушливая погода препятствовала росту травы в Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Сунтарском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Тампонском, Алекминском, Аймиконском, Чурапчинском районах и городе Якутске. Главам этих районов рекомендовано принять исчерпывающие меры по смягчению последствий засухи, создать комиссии по обследованию сельхозугодий и предоставлять документы о проведении обследования в Министерство сельского хозяйства республики. Количество лесных пожаров на территории республики удалось сократить благодаря слаженной работе специалистов авиалесоохраны, МЧС, добровольцев и местного населения. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе программы «Якутия вперед». Он выразил огромную благодарность всем тем, кто сегодня участвует в тушении лесных пожаров. Итогом этой работы стало сокращение числа действующих лесных пожаров с 324 до 125 очагов, отметил глава. На данный момент главная задача – стабилизировать ситуацию с лесными пожарами на территории Якутии до 15 августа. К другим темам. Роспотребнадзор изменил сроки предоставления ПЦР-тестов для въезжающих. Возвращающиеся в Россию граждане должны будут размещать результаты ПЦР-тестов на портале госуслуг в течение 4 дней, а не 3, как сейчас. Эта мера вступит в силу с сегодняшнего дня. Об этом говорится в приказе главного государственного санитарного врача. Тем временем в Нюрингринский район поступило 900 комплектов вакцины «Спутник Ви». Партию оперативно распределили во все медицинские организации Нюрингринского района, где организованы пункты вакцинации в зависимости от количества прикрепленного населения. Вакцины уже поставили более 400 человек. Прививочная кампания в городе и поселках идет активным темпом. Мы продолжим брифингом оперштаба по лесным пожарам, узнаем о текущей обстановке в республике, предлагаем послушать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей ситуации с лесными пожарами в республике. Добрый день. На сегодняшний день, по данным региональной диспетчерской службы, всего на территории республики 147 природных пожаров. На общей площади, пройденной огнем, 1 494 000 га. Всего проводятся работы на 48 лесных пожаров на общей площади 530 000 га в 14 районах республики. Принимает участие на тушении пожаров более 2000 человек и 255 единиц техники. За прошедшие сутки локализовано 7 природных пожаров на общей площади 72 500 га, ликвидировано 12 на общей площади более 49 000 га. За прошедшие сутки обнаружено 15 природных пожаров. На особом контроле у нас находится и особое внимание уделяем природным пожарам, приближенным к населенным пунктам Кавьяйского района и поселка Кыракы и Дылыр Верхневелюйского района. Авиация МЧС и авиация Министерства обороны также продолжает свою работу на территории республики. В связи с стабилизацией пожарной обстановки сегодняшнего дня снят режим чрезвычайной ситуации в Аймиконском районе. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем.
Сократили сроки принятия решений по предоставлению мат-капитала в Якутии. Решение по предоставлению материнского капитала после сокращения сроков принимают в течение 10 дней со дня приема соответствующего заявления со всеми документами. При этом в случае непоступления документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, срок продлевается на 10 дней. Изменения распространяются на заявителей, обратившихся за выдачей сертификата «Республиканский материнский капитал семья» с 1 июня этого года. Актуальные вопросы районов и городов республики обсуждали на форуме единомышленников. В мероприятии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев. В рамках работы обсуждены наиболее важные вопросы, касающиеся создания комфортной городской среды и благоустройства сельских территорий, экологическую ответственность недропользователей, расширение льгот для жителей Арктики, вопросы переселения граждан с аварийного жилого фонда, а также требующие внимания вопросы здравоохранения. Глава республики, отвечая на вопросы, отметил, что все озвученные проблемы актуальны, решаемы и находятся на постоянном контроле. По словам главы, форум – это площадка для обсуждения общей позиции по дальнейшему развитию всего региона. Встреча позволит наметить конкретные действия, направленные на повышение качества жизни людей. А в Якутске выполнено около 40% работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. В целом по городу запланированы ремонт и реконструкция порядка 50 километров дорог. Подробности в материале Юрия Осипова. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать около 49 километров дорог в Якутске. Работы ведутся на 44 объектах. По 12 из них работы по укладке асфальта полностью завершены. Всего на эти работы выделено более 2 миллиардов рублей. На текущий момент, получается, по 12 объектам работы полностью завершены по укладке асфальта. Ведутся работы по остальным объектам, согласно графику. В этом году у нас 8 подрядных организаций по нацпроекту. Основная организация – это у нас «Рикавтодор». У него 25 объектов. 25 объектов – это 25 километров. Из 25 объектов у нас основные работы завершил по 12 объектам. 25 километров дорог из общего объема ремонтирует «Рикавтодор». Как сообщили в компании, сегодня уже выполнено больше половины. Асфальтировано порядка 12,5 километров и остались работы по благоустройству. Компания использует метод регенерации. Он позволяет сэкономить время и достичь высоких результатов. Используем старые основания, которые здесь уже не используются. Его, если традиционным методом нужно было бы идти, его нужно было снимать, и уже в утиль, как говорится. Сегодня мы его используем методом регенерации, значит, смешиваем его с цементом. Сегодня у нас утвержден в республике метод регенерации смешения с цементом. По информации Министерства транспорта Якутии, на сегодняшний день национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в Якутске реализован примерно на 40%. Третий год у нас на территории нашей республики национальный проект реализуется «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начали в 2019 году. Хорошие темпы набираем за эти годы. В этом году тоже хорошие темпы очень набрали. Взять даже город Якутск, 49 километров у нас в этом году должны ввести. Подрядные организации очень такие укомплектованные, и технику имеют, и специалисты очень хорошие. В Министерстве транспорта отметили, что сегодня все идет согласно графику. Работы планируется завершить до конца октября. За 5 лет реализации национального проекта в Якутске до 2025 года будут отремонтированы более 204,5 километров асфальта. А это значит, что 85% дорог в столице региона будут соответствовать нормам. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Имея на руках диплом среднего профессионального образования, можно поступить в профильный вуз без сдачи ЕГЭ. Кроме того, обучение в учреждениях профобразования выгодно с практической точки зрения. Продолжит тему Надежда Саханская. Прием документов на нынешний учебный год по программам среднего профессионального образования продолжается до 10 августа. Выделено 6362 места. Так что у выпускников 9 классов есть еще время решить – продолжить обучение в школе и потом поступать в вуз, либо сперва получить среднее профессиональное образование.
Мы прием документов ведем до 15 августа по всем профессиям и специальностям, да, на программу СПО. Прием документов ведут также отдельно с вступительными испытаниями. И у них прием документов завершается 10 августа. Это у нас в первую очередь педагогические колледжи, медицинские колледжи, Верхневилюйский техникум, Жатайский техникум. У них прием документов завершится до 10 августа. И помимо этого им нужно будет пройти экзамены. Для многих аббревиатура СПО – это что-то вроде приговора. И только высшее образование остается ключиком к успешной жизни. Но на самом деле обучение в учреждениях профобразования не мешает продвижению по карьерной лестнице. Утяга, шарага, ремеслуха. Как только раньше не называли заведения среднего профессионального звена. Сегодня такое пренебрежительное отношение к техникумам уходит в прошлое. Об этом говорят новые направления подготовки. К примеру, в Жатайском техникуме запускаются новые образовательные программы. Значит, вот непосредственно по тем профессиям, которые мы готовим для высокотехнологичной Жатайской судоверфи, это судостроители, судоремонтники металлических судов, мехатроника, мобильная робототехника, судостроение. В этом году как раз вот поступающие абитуриенты к выпуску, они будут трудоустроены как раз уже на Жатайскую судоверфь, которая уже будет введена в эксплуатацию. Чтобы добиться достойного профессионального уровня, в Жатайском техникуме прилагают все усилия. Мастерские оснащены профессиональным дорогостоящим оборудованием. Может быть, вам еще... Видите, вот пришли коробки. Это оборудование для новой нашей специальности судокорпусники, судостроители. Для них мы закупились по национальному проекту образования, грант это был, оборудование для судокорпусников и судостроителей. Среднее профессиональное образование – одна из ступеней ко взрослой и серьезной жизни. В таких учебных заведениях в основном обучают на рабочие специальности, которые востребованы во все времена. А это значит, что квалифицированные кадры не заставят себя ждать. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Жатай. А подростки Хангаласского улуса сами зарабатывают себе на школьные принадлежности. В районе реализуются проекты по летнему трудоустройству школьников. Ребята благоустраивают территории, помогают пожилым и развлекают малышей. Море волнуется 2, море волнуется 3, как спайдермены, замри! Вот уже на протяжении 10 лет в Хангаласском улусе реализуется республиканский проект «Лето с друзьями». В рамках проекта подростки в возрасте от 14 до 17 лет проходят обучение в школе вожатых, получают сертификат и затем в течение одного летнего месяца ежедневно выходят на детские площадки города или поселка, чтобы развлекать беззаботную малышню. Играем в зомби, заморозки, гуси-лебеди, всякие такие игры. Нынче в проекте участвуют 35 школьников города Покровска и поселка Махсагаллох. Для них установлен щадящий режим труда – 2 часа в день. За месяц работы они получат заработную плату в пределах 12 тысяч рублей. Часть зарплаты обеспечивает район, другую часть – Центр занятости населения. И плюс к этому у нас еще есть один проект, дополнительный другой – «Рука помощи», в котором подростки оказывают адресную помощь пожилым. Помощь пожилым нынче оказывается в селе Синск. К этому привлечены 15 подростков. Всего в районе проектом летнего досуга детей охвачено 50 школьников. Свой проект по летней занятости подростков также реализует Покровская средняя школа номер 4. Более 10 лет образовательное учреждение сотрудничает с предприятием «Хангаласский гастрой». Ежегодно набирается определенное количество школьников, которые выходят на благоустройство микрорайона Кылбастах. Мы занимались много чем. Поливали цветы, помогали в школе. То есть девочки мыли какие-то парты, возможно, в школе, стулья. Также мы красили детскую площадку, и, конечно же, убирали мусор на улице. Они работали с 9 до 12 часов. Такой график работы был ежедневно, без выходных, все 21 день. Нынче работы по благоустройству микрорайона длились с 10 по 30 июня. По окончанию все подростки получили заработную плату, в среднем по 10 тысяч рублей. И снова часть зарплаты компенсировал Центр занятости населения района, остальную часть – партнер проекта «Хангаласский гастрой». Виолетта Засимова, Василиса Прокопьева, Федор Тарасов, Хангаласский улус. К этому часу это все новости. Хорошего дня.